Приходят, когда люди, например, берут вот так и звонят. Один звонок в дверь и здоровье гостей под угрозой, говорит Роза Гайнулина. Жительница этого дома уже с декабря возвращается к себе, минуя нависшую опасность. Когда ремонт делали, все это открывается, провода, понимаете, снимается, потолок белится, стены красятся. Но я так полагаю, что надо привести все в нормальное состояние, как было до ремонта. Капитальный ремонт в многоэтажке сделали впервые за 40 лет. Работы завершились в декабре. Но вместо обновленного дома жители получили проблемный подарок под Новый год. С потолка и по стенам висит угрожающая паутина проводов, интернет-кабелей, электролинии. Спотыкаемся, дверь открывает, мы такие больные ходим, чуть сяд, чуть хожу тоже. И все такие вот. Такого еще не было. Мы думали, вы куда-нибудь спрячете еще, так и думаем. Мы так думаем, а пока никто не приходил. Но я не застаю, мне хорошо. С 15-го этажа наша съемочная группа спустилась до 1-го. И такие опасные провода висят на 6 площадках. Только, например, если для невысокого пенсионера пройти через такую гирлянду не составляет труда, то, например, с моим ростом 1,78 м простой выход из квартиры превращается в настоящий квест. Развлечения в свисающих проводах уже нашли дети, говорят жители. Это вообще безобразие. Недавно случай был, что дети пытались достать эти шнуры. До конца дела не довели, капитальный ремонт до конца не сделали. Почему капремонт принес такие неудобства жильцам? Кто несет ответственность за эти сети и кто принимал дом? Мы обратились к экспертам. Управляющая компания составляет обращение к провайдерам, которые эти провода разместили, и непосредственно провайдеры должны устранить все эти нарушения. Но непонятно, по какой причине в рамках и процесса капитального ремонта эта работа не была проведена. 49-й дом по улице Фатыха Амирхана обслуживает управляющая компания «Уютный дом». Оказалось, в ходе капремонта они обращались к провайдерам с требованием убрать свисающие провода. Сейчас из 7 компаний кабели убрали только 3. Мы отправили 26 ноября. Второй раз повторно направили 1 декабря 2020 года. И после этого они уже начали эту работу выполнять. Мы, как управляющая компания, естественно, все это контролируем. О необходимости привести кабели в надлежащее состояние собственников сетей попросили и в мэрии Казани. В доме номер 49 по улице Амирхана короба смонтированы в рамках капитального ремонта 2020 года. Однако упорядочить сети должны сами собственники этих сетей. В течение февраля провайдеры должны устранить замечания, говорят в управляющей компании. А вот провода к звонкам придется убирать хозяевам квартир самостоятельно. Это уже их собственность. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.